Добрый вечер, уважаемые студенты. Мы продолжаем наши лекции. Включено, вроде здесь работает. Мы продолжаем наши лекции, связанные с историей татар. Также на прошлом уроке мы изучили герои татар, остановились на нескольких биографиях. Это у нас Каюм Насыры был, потом Гаспринский, еще кто был у нас? Ну и ряд личностей. Сегодня же продолжаем. Перед вами мы видим Садры Максуди, портрет Садры Максуди. Это выдающийся татарский общественный политический деятель. Он окончил Сорбонне университет такой очень знатной семьи и работал сперва преподавателем даже в Мадресе Мухаммадия, преподавал право. И также был депутатом Государственной Думы в Петербурге. И он участвовал во всех политических собраниях, связанных с татарами и мусульманами Российской империи, и отстаивал права мусульманских народов, и в то же время он был сторонником единой России на тот период. И такой либеральный, такой более европейских манер поведения, но в то же время таким приверженец мусульманской традиции, такой очень масштабный, знающий, грамотный специалист в своем деле, как и политик, как общественный деятель. У него есть фундаментальный труд «Тюркская история и право». То есть он история татар, тюркских народов рассматривает с точки зрения права, законов. Он несколько раз избирался на такие выдающиеся, скажем так, российские мусульманские такие посты. Его даже выдвигали на пост руководителя Идель-Уралштата. Таким, необычным, таким сильной личностью был. Но после Октябрьской революции, когда уже большевики пришли к власти и уже завершилась гражданская война, он вынужден был в этот период уехать за рубеж. На тот период, вы знаете, более 2 миллионов населения из Российской империи выехало, самые сливки, самые лучшие люди, состоятельные люди, аристократия, вся интеллигенция практически уехала за рубеж, в Турцию, Америку и другие европейские страны. Вот он уехал в Турцию. На тот период Османская империя тоже распалась, и он был депутатом уже новой страны, как Турецкая республика. Он был близким к Ататюрку и участвовал в становлении этого нового молодого государства. То есть такой потому что он был очень грамотным, очень сильным специалистом, знающим многие языки, авторитетным и в России, и постепенно уже в Турции был известным. Он позже преподавал в Анкарском и Стамбульских университетах как профессор, был депутат турецкого парламента и также работал некоторое время в Сорбонне парижской. Такие у него разные периоды жизни был, то есть человек такого мирового масштаба. Он похоронен в Турции, есть в Стамбуле его могила, и в честь его именем названа одна из улиц Стамбула. В Казани также есть улица Максуди, и есть памятник, вы знаете, есть парк Стамбул, и там стоит памятник Садры Максуди. Это улица Сибгат Хакима, по улице Сибгат Хакима. Вот такой необычный деятель. Умер он в 1957 году, прожил довольно-таки долгую жизнь. Такой деятель. Так, идем дальше. А как можно было сочетать одновременно быть мусульманином, приверженцем, и если Ататюрка я узнала, что он творил, да, кто он был, это не делает чести. На тот период все равно человек проходит какую-то эволюцию. Мы его знаем только период России, как он преподавал в Мадресе Мухаммадия, был практикующим мусульманином. А там, когда уже уехал, там, возможно, чуть другие были изменения у него в жизни. Там тем более уже и шла эта секуляризация, то есть отделение религии от жизни. То есть, возможно, он
чуть других взглядов потом был. Но тем не менее он как бы много принес пользы для тюркских народов, для нас, татар, и в том числе для турков, получается, Турецкой Республики. Поэтому он такой личность известный. Так, идем дальше. Следующий ученый, религиозный общественный деятель, историк, педагог, это Хасан Гатага-Баши. Эта личность родился в 1863 году в деревне Малая Сулабаш Казанского губернии, был потомственным муллой и получил там образование, дальше учился, никуда за рубеж не выезжал, окончил местный мадресе и активно работал в религиозной сфере. То есть он преподавал сперва в Казани, потом в других местах, потом вернулся на должность имама в свою родную деревню. И там он организовал хорошее мадресе, очень много новые такие хорошие изменения внес, положительные, активно работал, писал труды, связанные с историей татар, и также по педагогике, по разным дисциплинам. И его деятельность как бы была отмечена многими. То есть он постепенно стал популярным среди народа. Его избрали кадыем, это заместитель муфтия в Оренбурге. Он дважды там проработал в качестве кадыя. Вот, получается, с 1895 по 1899 и потом 1905 по 15, то есть 10 лет, больше 10 лет. Потом снова вернулся в свою родную деревню, продолжил свою деятельность. И всегда вот участвовал в таких всероссийских собраниях, как один из лидеров мусульман. Вот, его есть труды несколько, вот цветная фотография получается. Несколько трудов мы его знаем, связаны вот история тюрков-татар, а потом связано с различными аспектами ислама, с педагогикой. Допустим, у него есть известный труд «Ислам и музыка», где он доказывал, что это как бы естественное явление музыка, слушать или его сочинять. Сам играл на музыкальном инструменте, их дочь играл, и даже его сын стал самым известным татарским композитором, Султан Ахмед Хасан Гатович Габаши. Ну, Габаши, вы знаете, произведение, связано с симфониями разными, хорошие. Не отрицал, да, музыку? Нет, есть же разные подходы в этой теме. Есть в том же исламе, где как бы запрещается, то же самое есть другой подход, где разрешается там определенные условия. На обе мнения есть доказательства. Почему запрещают? Ну, есть тоже доказательства на это. Как бы, поэтому религиозные аспекты. Вот консервативная часть мусульманского духовенства, такая ортодоксальная, жесткая, она не слушает, как бы, она находит такие себе как бы доказательства. А остальная часть уже, то есть большинство слушает с определенными там оговорками, ну, чтобы она вреда не приносила или там не призывала там к плохому. Вы знаете, любая песня, смысл которой через музыку, она больше к сердцу заходит, чтобы смысл был хорошим, главное. Вот, и поэтому... Классический? Ну, посмотри, композиторы какие они. Все же от мира сего. Есть, Смотри, ну, поэтому в мусульманских странах, вы любой это мусульманский народ, если посмотрите, есть своя национальная музыка. То есть и у татар, и башкир, и тюрков, и арабов есть своя культура. Никакой... Нету, Да. Никак культуры не представить. Да, это неотъемлемая часть культуры любого народа, поэтому все это в рамках очень хорошо развивается. Так, идем дальше. Следующий представитель выдающийся татарского народа – это известный общественный религиозный деятель, публицист, проповедник, удивительная личность Абдурашид Ибрагимов. Он родился в 1857 году в городе Тара, Тобольской губернии, он сибирский татарин. Ну, считается, что его там давние-давние предки были арабами. Татарами стали позже, видимо. И вот, ну, такой необычный сибирский татарин. Такой он, возможно, или среднеазиатский тип личности, да.
Дальше идем. Он получил образование у себя на родине. Дальше поехал, учился в Поволжье в одной из медресе за Казани. И поехал в Саудовскую Аравию. Там он получил в Мекке или в Медине. Жил он там в медресе. Там был татарский медресе известный. У видных таких ученых того местности он хорошие знания получил. Выучил даже Коран. То есть он вообще очень фундаментально, он имел большие фундаментальные религиозные знания. Это в то время было там медресе? Да, там был в то время. И далее он вернулся на родину и стал преподавать в разных медресе. Был некоторое время имамом, но его потянуло в такую общественную деятельность, потому что он был очень энергичным, очень таким широкого круга взгляда человеком. И в итоге он участвовал во всех общественных религиозных мероприятиях крупных в Российской империи, был таким объединителем, идейным вдохновителем многих тем в России. Например, он издавал газету в Петербурге «Ульфат», «Дружба», журнал «Наджат» и другие, вот на арабском даже языке издавал газету. Потом он путешествовал во всех европейских многих странах, был он в Среднем Востоке, Дальнем Востоке. То есть он такой, как бы, как политик он себя стал реализовывать, как общественный деятель. При этом, куда бы он ни шел, он старался распространять ислам, объяснять истину таким. И в итоге его всегда выдвигали на вот такие лидерские позиции. Он очень сильным лидером был, всегда организовывал. И он в 1909 году целью распространения ислама среди японцев отправился в Японию. Он вошел в такой правительственные круги японцев, близко стал принцем Ито, звали японского принца. Он способствовал тому, чтобы настолько этот хорошо объяснял веру, что прям часть японцев приняла ислам. И он снова потом вернулся, думал, что Россия, Советский Союз как бы поможет там развитию ислама и будет поддерживать интересы мусульман. Такие надежды было, но ничего подобного не было. Он понял, что это советская власть, это наоборот будет ислам давить. Он вынужден был снова уехать. Жил в Турции, потом отправился в Японию. И там по его инициативе в Токио в 1937 году была построена первая мечеть, где он работал имамом, и до 1944 года. Вот на этой фотографии мы видим Абдурашид Ибрагимов находится среди японцев. Да? Вот такой человек, который первым принес ислам в Японию. А вы знаете, Япония это как бы языческая страна, хотя очень развитая в таком культурном плане и технологическом плане, но у них очень много языческих богов. Вот он там распространял ислам, и первую мечеть он выстроил, татарскую мечеть в Японии. Он был инициатором этого строительства. Такой необычный, масштабный человек, который обладал многими политическими знаниями, таким умением договариваться, умением управлять, вообще неординарный, энциклопедичный. Да, то есть он всегда выдвигался на такие передовые позиции. То есть на тот момент, вы знаете, в 1905 году была революция, после которой власти разрешили издавать газеты. И вот он нашел деньги и начал печатать газеты. Да, он умел договариваться. Даже умел договариваться с европейскими представителями, даже находил средства и прям путешествовал за эти средства там какими-то целями, миссиями. Но всегда у него были, в первую очередь, религиозные цели. То есть и не случайно он оказался в Японии, то есть кто-то тоже способствовал этому. И сам такой предприимчивый человек необычный. В то время Восток многих манил, Рерих тоже. Угу. Так, необычная личность. Красивый, интересный, яркий, привлекающий, убеждающий, умеющий убеждать. Да, необычная личность. Так.
Он где бы то даже не был, он даже был, ну, знаете, жил период Турции, где Османская империя уже терял свои позиции, он участвовал в поддержке даже мусульман Триполи. Есть такой фильм Омар Мухтар, вы, наверное, помните, да? Омар Мухтар фильм такой есть, где вот, получается, ливийские мусульмане борются с итальянским вот этим, ну, войсками. Итальянцы пришли захватить территорию Ливии, а мусульмане защищают свою территорию. Как бы он такой необычный человек, который, ну, был там в рядах мусульман. Да, он как-то необычный этот. Видимо, интересы такие были у человека, масштабные, такие жертвеннические. Семья осталась? Ну, таких людей семьи обычные тоже. Некоторым удается в семейной жизни хорошо наладить, у некоторых не получается, потому что это такая фигура. Насчет его семьи не могу сказать. Так, следующий представитель татарского народа. Еще скажем, Абдрахишит Ибрагимов прожил долгую, счастливую, скажем так, жизнь. Умер в Японии, похоронен в Токио в 1914 году, период Второй мировой войны. Так, следующий представитель татарского народа, выдающаяся личность, это Ахмад Хади Максуди. Очень красивая личность, сыгравшая большую роль в распространении религиозных знаний, был выдающимся педагогом. Его брат, мы его изучали, Садри Максуди был, а это его Энесейнда, то есть его... Так, он родился в 1868 году в Казанской губернии и прожил тоже довольно-таки долгую жизнь, получил хорошие религиозные знания. Вот это его цветная фотография, такой классический татарский интеллигент. Вот, и преподавал долгое время в разных мадресе. Одно из мадресе — это мадресе Мухаммадия. И он издал несколько удивительных книг, которые сейчас пользуются популярностью, используются в мадресе. Например, это книга Муалим Сани. То есть по ней изучают арабский алфавит. Муалим Ауаль, Муалим Сани. То есть там несколько направлений книг по старотатарскому алфавиту, по арабскому алфавиту Муалим Сани. И еще другой труд известный Ибадат Исламия. Это основа исламских, скажем так, правил, которые соблюдает мусульманин. Просто его заучивают, там основные такие сливки религиозных правил. Эти книги популярны сейчас в Средней Азии, их используют в мадресе. Ну, Рию, естественно, тоже. Во всех татарских мадресе его прям это хорошо используют. Вот, более того, у них книг много было. Смотрите, тут право по исламу, история пророков, шариат, учебник арабского языка для татар, еще грамматика арабского языка, синтакс арабского языка, этимология татарского языка, правила орфографии. Тут правила употребления арабских персидских слов, вошедших в татарскую литературу, азбука арабских графики и другие, самоучители. В основном все по педагогике. То есть он писал очень такие доступные, хорошие учебники, которые пользуются популярностью среди народа. И этим он вошел в историю, хотя вроде и религиозный деятель, но он уцелел от репрессий, прожил долгую жизнь, умер в 1941 году, похоронен в Казани, Новотатарской Слободе на кладбище. Вот, издавал также он газеты разные, то есть участвовал как публицист. Вот, ну, большей частью идеи было в его статьях освещал жизнь народа, татарского общества, выступал за сохранение религии, языка, морали, просвещения и культуры. Являлся инициатором открытия татарской библиотеки в Казани. Такая была библиотека мусульманская. Вот у нас в Казани уже сколько, 30 лет, почти скоро будет ислам, как распространяется. А библиотеки такой публичной, религиозной, мусульманской нет еще. Чтоб пришел вот любой человек, у него хочет, допустим, какую-то тему изучить. Кроме интернета ему как бы сложно найти, где вот эти книги на разные тематики в одном месте, чтобы собрано, такого нет.
Рио есть, но тут студенты в основном пользуются. Поэтому, что где-то в центре мусульманская библиотека, где вот все труды мусульманских таких популярных авторов были. Такого пока нет, но надеемся, что Алла-Берса будет. То есть этим занимаются? А? Сами сражи. Там нужны хорошие средства, помещения и, естественно, думаю, народ у нас щедрый, книги найдутся. Вот когда люди начинают писать рефераты, дипломные работы, связанные с духовной тематикой, они не могут найти литературу. Просто идешь в магазин, там уже такие, там штучные только какие-то книги есть, но они один раз издаются, и все, больше их не переиздают. И получается, среди народа исчезает книга. А чтобы в одном месте где-то сохранялось, такого вот пока, надеемся, что будет. Алла-Берса. Так, про эту выдающуюся личность рассказали. Так, То есть этот человек был популярным среди тюрко-мусульманского населения. То есть он и сейчас популярным остается. В Казани с его именем есть центр мусульманский, то есть мадресе имени Ахмад Хади Муксуды. А в этом центре почему не сделали библиотеку? В каждом учебном заведении есть небольшие библиотеки. Такого, чтобы где собрана вся татарская или мусульманская литература, связанная с религией, такого еще в Казани предстоит открыть. Где центр? Это где-то в Казани, посмотрите, в интернете должно быть. В Кировском районе, по-моему. Так, идем дальше. Следующий выдающийся представитель татарского мусульманского, известный общественный религиозный деятель, просветитель Абдурахман Умеров. Он был ученым, журналистом, родился в 1867 году в городе Астрахани, получил хорошие религиозные знания и работал имамом в городе Астрахани. Издавал газету и также писал книги, связанные с историей татар. Также хорошо узнал педагогическую, общественную деятельность. Также активно участвовал в общественных мероприятиях, был участником многих таких всероссийских собраний мусульман и был даже приближенным, то есть кадыем в муфтиате, то есть в Оренбургском Мукомитанском духовном собрании. Вместе с известным муфтием, ученым Резаиддин Фахраддином ездил в хадж в 26 году. Как раз он там участвовал, видел, что было. Его есть труды «История татар», такая толстая книга, она издана. Правда, на латынском языке переиздана. Сейчас перевод будет скоро. Выпускал газету «Идель», татарская газета. Был очень талантливым публицистом, много писал статей в дореволюционных газетах и был очень знаменитым среди современников. И вошел в историю как один из таких ярких мусульманских религиозных общественных деятелей. Такой представитель нашего народа. Так, идем дальше. Так, он был репрессирован. Еще один выдающийся мусульманский религиозный деятель, ученый, богослов, духовный наставник, шейх, то есть в суфизме. Это Мурат Рамзи. Он написал удивительное произведение «Тальфик аль-Ахбар», посвященное истории Казанского края, истории татар, проживающих в царской России, и выдающимся религиозным деятелем среди татар. То есть у него несколько трудов, где они написаны на арабском языке и были распространены в мусульманском мире. Благодаря его трудам тоже татар больше стали узнавать в мусульманском мире. И также он перевел на арабский язык с персидского известное произведение выдающегося мусульманского деятеля. Сейчас скажу, как его зовут-то. Сейчас. Мактубат. Есть книги такие. Мактубат имам Раббани. Это выдающийся такой богослов в мусульманском мире, имам Раббани. Он перевел его труд
Мактубат и как бы способствовал тоже ну, распространению таких положительных религиозных знаний. Был в Всероссийском съезде мусульман делегатом и других больших мероприятиях он участвовал в Российской империи на тот период. И еще следует отметить, он долгое время жил в Саудовской Аравии, в Мекке, и там преподавал приезжим татарским шакирдам и местным арабам. То есть такой вот необычная личность. Еще много писал статьи в газетах. Есть Мекке Мактупларе, вот очень много таких статей под таким названием. Ну, связан больше религиозной тематики он писал, потому что богословом был. И позже он, когда вот, ну, знаете, Османская империя распалась, территорию, бывшую территорию Османской империи, то есть Мекку, Медину уже захватили англичане, ну и силы, которых использовали англичане, то есть это, ну, такая была династия саудидов. Они захватили этот Мекку, Медину, всю эту территорию. Там уже стали создавать современную Саудовскую Аравию, и он оттуда уехал. Ну, вы знаете же по истории, нет? Вы... Вообще, если посмотреть в историю, территория современной Мекки, Медины, вообще вот Саудовской Аравии, она была долгое время, уже где-то 500 лет, находилась в составе Османской империи. Это была единая такая большая общая территория. Все вот основные мусульманские страны были в составе этого государства. И поэтому Османский халифат назывался. Султаны были одновременно и халифами, как бы лидерами мусульман, и в то же время императорами. И вот эту территорию вот старались, ну, это государство старались европейские страны ослабить всячески, как бы делали так, чтобы это государство, чтобы оно разрушилось. И вот как раз территория Саудовской Аравии, чтобы отделить от Османской империи, туда были очень много направлены шпионы, всякие поддержка, поддерживали местные эти кланы, чтобы они восставали против османов. И вот как раз династия саудидов была одна из таких представителей, которых, ну, спонсировали, скажем так, англичане. И вот они, там много повстанческих таких войска были организованы. Это хорошо показано в фильме «Леон Аравийский». Если посмотрите фильм «Леон Аравийский», как они захватывали города, Акаба, Мекка, Медину, вот эти, они как раз там все это видно. И вот постепенно всю территорию потеряли османы, а потом уже англичане по линейке там эту всю территорию что поделили. Как бы. И вот в этот период там очень как бы тяжело было тюркскому населению, и вот, видимо, он уехал тогда в Китай, Синьцзянскую, вот этот автономный округ, ну, где жили татары, и вот там жил он, преподавал в медресе, и там он тоже получил такую очень большую известность, очень много у него было последователей, муридов, и там же он похоронен. Вот, на сегодняшний день его труды переиздаются и являются таким хорошим источником по истории татар. Он прям татарин или у него Татарин. отец араб? Ну, татарин настоящий. Да, Он из похож на- Минзелинский района нашего современного Татарстана. Так, идем дальше. И тюркская, фамилия арабская. Мгм. Так, дальше идем. Ну, переходим к нашим литераторам, известным представителям культуры. Перед нами Фатих Амирхан, писатель, прозаик, такой необычный вольнодумец. И второй, самый известный наш герой, Абдулла Тукай. Про Тукая давайте подробнее расскажем. Абдулла Тукай родился в 1886 году, и он прожил 27 лет. При рождении уже отец умирает, он остается с матерью, и мать тоже умирает. И
отец у него был известным таким религиозным деятелем. А, Как бы, ну, вы знаете, среди духовенства очень много таких талантливых личностей вырастали на тот период. И сейчас, в принципе, как-то вот и у духовенства возможностей, видимо, больше было, чтобы своих детей талант развивать. Вот наш герой тоже вот с такой семьи был. Его отца звали Мухаммад Гариф, Мулла Мухаммад Гариф. И вот мама тоже в 6 лет умирает, и его, получается, отдают то одному родственнику, то другому. И он живет, скитаясь разным деревням. Училе, Сосна, Кырлай. И вот особенно хорошо было ему ну, вы знаете, у татар не было сиротских домов никогда. Если родители умирали, то ребенка брали родственники. То есть это обязаны их воспитать. Но, естественно, ну, Тукаю в этом плане как-то не повезло, с одной стороны, то, что взяли его близкие родственники, но там детей у самих много было, и как бы его так прямо за ним хорошо не следили. Он очень тяжело вот эти детские годы перенес. Отдали другую семью. Жил он некоторое время в Казани в приемной семье 2-3 года. Потом эта семья заболела, его обратно снова вернули к родственникам. Эти родственники снова отдали кому-то. То есть, ну, это тяжелый период жизни, как бы, когда в материальном плане очень народ на тот период как бы страдал. Даже от хорошей жизни поэтому не становится. Вот, у него как раз вот развился вот этот творческий дар. Он прям на ходу сочинял удивительно хорошие произведения, стихи. Вот, и он видел очень много горя. Вот, как раз вот в Казани, вот в этом месте его стоял человек, который привез его в Казань, кому нужен ребенок. Асрамага бала киряк малых залиптеге. И вот какая-то семья хорошая его забрала себе. Вот там 3 года он хорошей жизнью жил еще. Потом они когда раз заболели, отправили уже обратно. Вот, но самые хорошие жизни у него прошли в Кырлае. А тогда Сагди Абзы, вот его он забрал, получается. И хотя у него много было детей, но он очень хорошо относился к Тукаю. Прямо, ну, он учился, Тукай учился в местном мадресе, его как своего ребенка приняли, относились очень хорошо, доброжелательно. Он играл с детьми в таком любовном, хорошем атмосфере, в прекрасной такой дружной семье он вырос. И вот все стихи, поэмы, народные сказания, как раз в этом стиле он все это заучивал. И потом уже благодаря этому он создал великолепные произведения. Его знаменитое, допустим, Шурале, как раз произведение описывает жизнь про эту деревню, да, как раз как все она называется, интересно начинается. Таубашын, бардыр бір ауыл, Кырлай дейлер, тауықлары да, жырлай дейлер, шулай, анда ряд басқан. Я вот про эту деревню рассказываю. И сейчас в этой деревне находится дом этого Сагди Абзы. Если поедете в очень красивую деревню, музей шикарно большой. Ну, вот, рекомендую в летнее время съездить туда, посмотреть эту деревню. Там много связано с Тукаем, его творчеством. И дальше, вот здесь он полюбил родину, полюбил народное творчество, народную национальную культуру. И когда он стал уже вырастать, таким самостоятельным становиться, и в это время Тукая нашла дальняя родственница из Оренбурга. Не из Оренбурга, сейчас Уральска. Когда Тукай стал уже вырастать, его нашла родственница из Уральска. Она была состоятельной женщиной, у которой были хорошие материальные возможности. Вот долго-долго искали Тукая, и в итоге нашли в этой деревне и стали просить разрешить отдать ребенка на воспитание. Естественно, Сагди Абзы, очень скрипя сердцем, только вынужден был отдать ребенка. Ну, настолько полюбил этого ребенка, и он еще вырос, ведь уже но все это было на пользу. Тукай в Уральске получил хорошее образование,
там была Матугия Мадресе Мутыгия хорошая. Он знал многие часть Корана наизусть. И работал в газете, издавал одну из татарских газет того времени. Вот его наставник известный Матугулла Хазрат. Это вот как раз мадресе, дом того времени. Вот мадресе, где учился Тукай. А потом учился в русско-татарской школе, изучил русский язык. И вот издавал газету, одной из газет, редактором был. И в 1997 году он приезжает в Казань, в центр татарской столицы, и начинается у него такой новый этап жизни, где он основные произведения пишет именно в Казани. Много уходит на тот период его стихов, стихотворений. Вы знаете, на тот период много было татарских. На тот период издавались газеты, журналы, где он активно печатал свои стихи и произведения. Его народ с любовью слушал. Он участвовал во всех творческих, культурных мероприятиях, всеобщим таким любимцем был. И вот его произведения, за его стихи платили большие гонорары. То есть он прямо стал очень популярным среди населения. Стихи больше связаны были с родиной, с любовью к родине, связаны с воспитательными такими элементами, к морали он призывал. Все стихи такие очень поэтичные, красивые. Конечно, там много арабских слов. На тот период татары же много использовали арабских, персидских слов. Но, тем не менее, они были очень для того времени уникальными. И самое известное произведение — это Шурале, то есть про лешего, вот, Суана с водяная, да. Еще для детей очень много стихов он издал, которые вот мы с детства заучивали, да. И был он в Казани, в Петербурге, еще съездил в Уфу, Астрахань, Троицк и другие места, где встречался разными представителями интеллигенции нашего народа. Вот. И в 1913 году он начал болеть. У него появился туберкулез. Ну, тут сказывалось вот это детство тоже, видимо, эта болезнь в какой-то степени была у него. Потом уже, возможно, то, что он творческие люди, они как бы меньше за собой следят же, они полностью уходят в творчество и не смотрят на свое состояние здоровья, как бы они максимально что делают? Вкладываются в свое вот этот потенциал, развивают, раскрывают, пишут. И вот, тем более он не жил семейной жизнью, он здесь снимал гостиницу в Булгар, напротив вот, театра Галяскар Камал. И он как бы, что было, какая еда, то и ел, как бы. И вот, видимо, из-за этого у него вот эта болезнь появилась, туберкулез. На тот период туберкулез это была распространенная болезнь, потому что, да, если один раз чихнул человек, то это автоматически как бы туберкулезная болезнь, если человек чихнул, то это он заражался, видимо, он тоже заразился. И вот, ну, эта болезнь, конечно, бедности считается, да, часто туберкулез был среди бедных людей, потому что условия... А? Тоже болели? Царская семья наша. Тоже, да, есть? Очень много там принцев, принцесс умерли детей. Вот его пытались лечить, отправили даже в теплые там Астрахань, ну, чтобы там кымызом, разными этими пытались вылечить, но не смогли до конца вылечить. Он заболел и в итоге умер, к сожалению. Вот, 27 лет прожил, сочинил огромное количество поэм, стихотворений, вошел в сердце нашего народа, стал очень популярным и максимально реализовал свой потенциал. То есть он все отдал за короткую жизнь, очень много творил, писал, и вот свой потенциал он израсходовал. Ну, все вот выдающиеся деятели, как и Пушкин, они все что жили такой короткую, но очень яркую жизнью. Вот, как раз если у русских Пушкин известный, у нас Тукай. И вот народ в 1913 году, 17 апреля, провожает последний путь
весь Казань вышел на улицу, никто не работает, для всех траур. И вот его, как бы, плача, провожают в последний путь. И самое интересное, у него было уже заранее приготовлено завещание, как его хранить, какой мулла должен читать, все прям. Он, с одной стороны, как бы писал про некоторых мул отрицательно, называя их там лентяями, паразитами, а с другой стороны он восхвалял хороших мул, которые вот работали во благо народа, просвещали, развивали общество, да, допустим, как Шихаб Хазрат, он прям красиво объяснял. Но тем не менее все его любили, и все муллы, и все, как бы, против кого он, допустим, писал, возможно, да, там он не напрямую писал, просто иноязычном воспитательном эффекте. Вот его все любили, и вот таким образом похоронили. И он вошел в историю татар. На сегодняшний день он является самым известным героем татарского народа. В честь его есть премия Тукая, 400 где-то тысяч дается ежегодно, если человек принес какую-то пользу для народа в культурном, общественном, социальной жизни, то ему дается вот такая премия. Это очень знатная премия. Также есть музей Абдулла Тука, есть улица Тука, есть аэропорт имени Тука, есть школа имени Тука. То есть очень много что связано с этим именем. Раньше даже выпускались конфеты имени Тука. То есть такой популярная личность. Ну, деревня Кушлауч, Кырлай, то есть она тоже популярная. И Кушлауч тоже есть место, связано с Тукаем. Вот таким образом написал он более 400 стихов, 9 поэм, 350 рассказов, очерков, воспоминаний. Все это вовремя печатали, молодцы, как бы на тот период издатели, как бы ждали прямо его. Давай, что издал? Печатали сразу, как бы. Настолько был интересно. Интересно, он ведь женат не был, а вот Не был. такое написал, вот, что-то там, сейчас дословно уже не скажу, но если хочешь, чтобы в доме был покой, нужно, чтобы муж был слепой, а жена немой. А кто мог знать вот это? Да, интересно. 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 Он писал, такое у него есть произведение, почитайте, «Хаджи» называется. «Хаджи». Он про человека, который поехал в хадж и торгуется с Аллахом, как бы, вот я тебе это дам, ты мне давай это, как бы, в таком ключевом позиции. В религии сатиру тоже писал. Да, он же хорошо знал Коран, он многие места Корана, наполовину даже Коран. Есть разные моменты, но всегда у него была цель, чтобы человек работал над собой, улучшал себя и был полезным для общества, а не был паразитом. Поэтому в этом смысле у него моральный кодекс в произведениях очень такой высокий. И оперы есть. Любовь поэт называется. Ох, интересно. Отлично. Балет, Да, балет. Очень много чего связано с Тукаем. На тот период еще были такие духовные лица, как ишаны, настоящие ишаны, и еще лже-ишаны были, то есть которые себя просто называют ишаном, там никакого просветления у него нет духовного, он вообще живет просто паразитическим образом жизни, да. Вот такие были личности на тот период, и он как раз в своем произведении писал про них. Да, Иша Эмбулван Имеш Хайван, такой этот в таком духе, как бы. На тот период жил такой известный лже-ишан Гайнан Ваисов. Он прям целую секту создал, ваисовская. Вот как раз он про него в таком духе написал. Ну, интересная личность, многогранная. Много произведений, диссертаций, связанных с его жизнью, творчеством было написано. Вот. Идем дальше. Еще один такой известный писатель, Маджид Гафури, написал много произведений. Дальше. На следующей паре мы продолжим. Есть ли вопросы? Сегодня мы, получается, изучили с вами кого? Садри Махсуди, политика, да? Ахмад Хади Махсуди, педагога, публициста. Потом Абдрашита Ибрагимова, такого мирового масштаба личности. Угу. Хади Махсуди сказали. Мурат Рамзи, Абдрахман Гумерова и
и Абдулла Тукая подробно уже смотрели его историю жизни. Хорошо, на этом завершаем. Счастливо.